Арсений Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации и о ситуации с паводком в нашей республике. Доброе утро. Что касается коронавирусной инфекции, у нас на сегодняшний день подтвержденных 722 случая новой коронавирусной инфекции. Это плюс 35 за последние сутки. Столько же было у нас и предыдущие дни. То есть мы выходим на какое-то плато, и, конечно, бы хотелось, чтобы мы на нем остановились, и потом уже было постепенное снижение. Вместе с тем, здесь, конечно, очень многое зависит от соблюдения всеми нами тех ограничительных мер, которые на сегодняшний день действуют, особенности в наших крупных населенных пунктах. Из этих 35 случаев 27 это у нас город Якутск. У нас 4 случая в Аймяконском районе, 3 вахтовых рабочих и 1 участковый. Вот. Также есть случаи в Ленском районе и в Нерюнгри, но они опять же связаны с вахтовыми рабочими. И по Нерюнгри это у нас контакт ранее заболевших. В целом ситуация у нас стабильная. За последние сутки выписалось 36 человек, уже полностью излечившихся от коронавирусной инфекции. Проведены также порядка 1700 анализов. Как раз большое количество анализов у нас в республике, которые проводятся практически в 3 раза больше, чем в среднем по России на 100 тысяч населения, оно позволяет нам на сегодняшний день выявлять как раз случаи инфицирования людей новой коронавирусной инфекцией более эффективно, нежели чем в других местах. По-прежнему у нас 7 человек находятся в тяжелом ситуации, все в городе Якутске, врачи борются за их жизнь, и мы, конечно, молимся, чтобы люди эти поправились. У нас есть случаи, когда человеку уже 85 лет попала в больницу, была в крайне тяжелой ситуации, но поправилась, и сегодня ее уже выписывают. Это для нас тоже такое хорошее событие, в целом для всех медиков, которые борются за жизнь людей. Что касается паводковой ситуации, то мы считаем, что по городу Якутску угрозы уже нет. Те подрывы, которые были проведены вчера, они дали свой результат, и вода уже значительно снизилась ниже опасных явлений, по особенности в районе Табаги, Кангалас. Под городом Якутском есть локальный затор в районе Петровской Кури, это между Жатаями и Кангаласами, но, еще раз говорю, это не крупные льдины, это мелкий лед, шуга практически, которая набилась в протоку и создала определенный затор льда, но никоим образом это уже не влияет на уровни воды стабильно падают. По Якутску просто чуть медленнее, чем в тех же Кангаласах и в Табаге, но, еще раз говорю, все опасные явления уже позади. Сейчас, конечно, наше основное внимание Намскому УГУСу, пока ледоход на его территории проходит нормально, и мы надеемся, что все-таки в дальнейшем опасных таких заторных явлений до Графского берега у нас не будет на реке Лена, ну и в дальнейшем уже наши оперативные группы перебрасываются в район, Намский район, а также перебрасываются уже дальше, так как мы ожидаем, что в ближайшее время в связи с быстрым достаточно прохождением паводка по Алдану, уже скоро и Алдан будет выходить на Лену, Вилюй будет выходить на Лену, и особое наше внимание как раз Усть-Алданскому району, Кобяйскому району, тем населенным пунктам, которые расположены как раз в тех районах. В целом, еще раз говорю, ситуация под контролем, серьезных никаких разрушений нет. Те подтопленные дворовые территории, которые были по Якутску, они уже в основном начинают освобождаться от воды. Есть, конечно, определенные нарушения в части работы водопропускных сооружений, дамб, но они после подсчета ущерба, конечно, будут восстанавливаться. В целом, ситуация, еще раз хочу сказать, что она для нас нормальная, и серьезных угроз для населенных пунктов пока мы не наблюдаем. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии. Оставайтесь с нами.